Всем привет! Сегодня у нас торжественное мероприятие в Ритеке. Как у тебя дела? Нормально? Нормально все? Да. Вообще шибче. Да, ничего. Два редуктора сидела. Ну, сейчас заведу, смотри. А на бензин смотри, сейчас перейду, и он начнет маленько это. Да, сейчас смотри. Лучше работает. Та-да! Сейчас на бензине должен, по идее. Он как-то подергивается чуть-чуть. Ну, может, форсунка какая-то родная, Вот. то что Ты чистил бензиновая. форсунки? Нет. Почисти, попробуй. Может быть, сам да. скорость увеличишь. Ну, а так, ну, у него же сейчас родные форсунки, газовые работают, поэтому так надо. Не, ну этот мотор пуляет просто. Хуйню тогда эти. Подрывать. Налажены прямые поставки оборудования и проделана неимоверно большая работа по организации склада с большим запасом оборудования. Мастера сервиса готовы решать индивидуальные задачи каждого клиента, как физических, так и юридических лиц. На этом я предоставляю слово исполнительному директору ООО «ЕТЭК» под ваши бурные аплодисменты Александру Александровичу Смирнову, человеку, который ведет этот проект с момента идеи до воплощения. Бурные аплодисменты, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые гости, друзья, коллеги, партнеры, наши клиенты. Мне очень радостно, что вы сегодня здесь пришли на такое наше торжественное событие. Я коротко расскажу об истории этого события. Вообще, реализация этого проекта началась примерно в июле прошлого года. То есть мы действительно выпустили продукт на рынок, это пропан-бутан, который позволяет значительно экономить, который очень положительно сказывается на экологии. Но темпы роста, скажем так, потребления этого продукта, они несколько отстают. Поэтому мы решили представить в городе Якутске, и, скажем так, этот сервис он мобильный, то есть он в том числе выезжает в районы, чтобы устанавливать это оборудование. То есть мы решили открыть свой центр, который будет, скажем, качественно, надежно, экономично с точки зрения затрат устанавливать это оборудование и будет отвечать перед своими клиентами. К проекту подошли очень основательно, то есть, как уже говорили, персонал мы набирали здесь, в городе Якутске. Это выпускники вузов, имеющие инженерное образование. Набирали специально ребят, которые раньше не сталкивались с установкой газобаллонного оборудования. То есть это делалось для того, чтобы не было никаких теней. Потому что какой-то опыт приобретается, и после этого остаются тени, которые являются, может быть, в дальнейшей установке ошибкой. Отправили этих ребят в Польшу, обучили их там достаточно основательно, они прошли практику. Кроме того, мы проработали вопрос создания здесь в Якутске гастинационного склада именно производителя. То есть на сегодняшний день порядка 500 комплектов оборудования у нас здесь находится, и это оборудование постоянно пополняется. Наши ребята в марте вернулись, прошли обучение, получили сертификаты, и буквально в течение месяца мы проводили тестирование этого центра. То есть тестирование прошло очень успешно, то есть каких-либо жалоб нам не поступало, то есть и более того, этот сервисный центр в период своего тестирования исправлял ошибки каких-то других установщиков, скажем так, этого оборудования. Причем
Причем установка оборудования это на самом деле такой, ну, очень тонкий момент, то есть некачественная установка дает вообще в целом негативное ощущение отказа. А когда это все делается профессионально и качественно, то по большому счету, ну, на газе машина работает гораздо приятнее. Поэтому тестирование это проводилось у нас, значит, здесь. Присутствовал ОТК от завода-производителя, который проверял, как это устанавливается, как это работает, как это настраивается. То есть, и вот сегодня мы подошли к этому дню, когда готовы открыть этот сервисный центр. И, конечно же, как сказать, ну, у нас большие надежды. Вообще девиз этого проекта и, скажем так, цель этого проекта – это повышение эффективности. Я как бы немножко объясню, то есть мы не говорим сейчас о повышении эффективности для компании, то есть мы говорим о повышении эффективности для наших клиентов. То есть это, ну, вообще удивительный проект с точки зрения того, что вроде бы все на поверхности, все рядом, а когда начинаешь детально изучать, ну, начинаешь понимать, насколько это эффективно. Тут зарабатывают все стороны. И те, кто поставил, и те, кто установил, и те, кто выпустил газ. Это огромный синергетический эффект. Поэтому, как говорится, ну, в добрый путь этот проект, чтобы он успешно развивался, чтобы, как говорится, Якутск и вообще Якутия, скажем так, была в России на первом месте по использованию газомоторного топлива. Потенциал есть, газ есть, ну, как говорится, сервис тоже есть. Поэтому спасибо. Ну что ж, мы вас поблагодарим, дорогие друзья. Ну и сейчас хотелось бы предоставить слово президенту торгово-промышленной палаты Владимиру Михайловичу Шенову. Добрый день, дорогие друзья, Александр Александрович, доблестный трудовой коллектив Ятека. История и память – это близнецы-братья, и мы гордимся, что с вами были соучастниками процесса, когда 50 лет назад первый газ заработал на нас, на людей. Слава Богу, сегодня светло, тепло, в домах не только города Якутска, но и Заречья, и Вилюйский, и во многих, и вся алмазная компания – это газ. И сразу жизнь изменилась на глазах. Дело в том, что в последние годы президент Российской Федерации Владимир Путин лично взял на контроль проект партийный «Газ в моторах». Газ в моторах. Газ должен перейти в моторы. Нужен ли нам этот газ в моторах? Нам он просто необходим. И самое интересное в этом, пришли к этому не органы власти, а предприниматели. Те люди, которые умеют считать деньги в своем собственном кармане. Кто это такие? Максимов Сергей Николаевич, который возглавляет наш автотранспортный союз города Якутска, а сегодня возглавляет еще и плюс наш ЯФА. Мы с вами здесь все практически горожане. Ну, есть, может быть, и гости нашей столицы. 850 автобусов сегодня работают на улицах города Якутска. И почти все на газе. Почему? Да потому что цена 20 рублей, а бензин 50 вместе с соляркой, больше-меньше 49-48. Вот и вся арифметика. И так предприниматели поняли, что это выгодно. И поняли некоторые те, которые считают деньги, что на сэкономленные деньги можно дальше что-то делать. Кто такие? А колледж. Простой колледж технологий дизайна. Покуш Ольга Александровна имеет 6 машин, перевела их на газ и через год купила новую машину на сэкономленные деньги. Как я сказал уже, что тогда было 17 рублей заправка, эквивалентно литру бензина. Вот опять же. То есть предпринимательская смекалка, жилка, желание быть современным, оно у нас в Якутии присутствует. Как это происходит? 350 тысяч машин. Тысяч машин в Якутии. Где они ездят, машины? В Арктике машин нет, там снегоходы, там нет дорог. Они все здесь, вокруг города Якутска. Ленск Мирный, дорога Вилюй, а газ-то у нас где?
Откуда ЕТЭК поставляет нам газ? Из средневекового месторождения 2 миллиарда кубов мы. Это, как правило, количество цилиндров и габариты машины. Ну, среднее время и Ну вот тогда уж вопрос, о чем мы говорили, о машинах, о модификациях машин. Вот какие вы бы считали в первую очередь и рекомендовали нашим водителям переводить машины на газ? Ну, самые такие для вас удобные, что ли? Любые машины. Любые. ну, вот мы специально представили, там от Lexus. Я имею в виду модификации иностранные, российские, что вы? А? Любые, да? Единственное, только мы на дизельные автомобили, ну, дизельные Это пропан-бутан, то есть он Ну да. работает только в бензине. Бензиновый двигатель. Хорошо. Так, ну давайте здесь покажем. То есть моя машина Mitsubishi L200 на дизеле будет испытывать проблему. В пролете. В пролете. Вот это представлены баллоны, которые сегодня используются. Баллоны российского производства, компания Балтийские. Российский, да? Да, баллоны российские, потому что... Кто производит? Балтийские. Где? Бал? Да, ну, Питер. Питер, да? значит, вот это представлены так называемые мини-типы, вот это комплект баллонного оборудования. Европа. Да. Это редуктор. Все производство. Это все вот этот польский, да, уже польский. Это чисто польское производство. Никакого Китая здесь нет. А Польша где производит это? В Белостоке. В Востоке. То есть все в Польше. Да. Они могли тоже где-то производить? Я был на их заводе, А, то есть на это все делается в Белостоке. Вот управление тоже польское. На 6 цилиндров. Так, еще раз про цену. Цену? Вот этот комплект, да, на обыкновенную машину. Ну, скажем, комплект на 4-цилиндровый начинается, ну, где-то средняя цена 40 тысяч. Это с установкой. С установкой. Сам комплект стоит 25 тысяч рублей. Где-то порядка 25, там, ну, до 30. Ну вот так вот. Так это, ну, коли у вас сразу вопрос задают водитель. Когда эти деньги 40 тысяч отбивают с точки зрения ценовых до бензина, который... 40 заправок. 40 заправок. Все было понятно. Я специально, как сказать, вот для себя я пробовал сопоставить там километры. Ну, Ну, по понял, километрам да, да. это 10 тысяч километров. То есть, а вот чтобы было для простого человека 40 заправок заправил, и дальше все плюс. И все в плюс пошло. Да. Ну, так. То есть, ну, вот у нас плакат от нашего, скажем так, производителя. Мы являемся авторизированным центром. То есть у нас круглосуточная онлайн-поддержка. То есть любые вопросы, любые, скажем так, сомнения, которые у нас возникают, они нас консультируют и говорят, как это лучше сделать. Вопрос еще, значит, заправки теперь уже. Как поставили, здесь сервисное обслуживание мы получили. И еще и вы продолжаете сервисное обслуживание. Вам может обратиться. Да. Какой срок гарантийного? 12 месяцев. Так, 12 месяцев, да. Ну, более того, мы к своим клиентам, как бы 12 месяцев это официальный срок, но мы всегда смотрим с корнем проблем. То есть, если человек залез с молоком в это оборудование, Следующий он вопрос. заплатит. Выехал я отсюда, сколько я могу посетить наших заправочных станций? Ваших сколько в городе? Наших сегодня всего 6 заправок. 6 заправок, да. В городе из них 4. То есть мы планируем еще в ближайшее время 3. Еще три. Да. То есть проблемы с очередями не будет. То есть очередей не будет. Очередей не будет. Вот это все очень важно, потому что на тех заправках, вы знаете, там, где продолжительность заправки сама по себе ну, не бензиновая, а дольше значительно, да? Да. Там Она всегда- не дольше. Вот, кстати, Да. Очередь. на пропан-бутане, то есть, вот это отличается буквально там, ну, может, на 30 секунд, чем на бензине. Еще один вопрос можно задать. Вот, Требует обязательно вот Это внесение какая-то есть вот 3,5 тысячи рублей делается, это делается, и, как говорится, машина становится зарегистрированной. сертификат официальный. Да, сертификат, во-первых, у этого сервисного центра есть сертификат, который позволяет потом поставить это оборудование на учет. Оборудование тоже сертифицировано, в том числе сертифицировано в России. Вот так.
Поэтому, ну, как сказать, мы надеемся, что такие нормы, наверное, в ближайшее время уйдут из нашей жизни. Мы говорим об эффективности, при этом принимая документ, причем который не был относительно КПО, ну, относительно там, тех регламентов таможенного союза. И, как сказать, сами себе усложнили на самом деле жизнь. Потому что, ну, и сейчас все об этом говорят. Вот недавно я был там на газовом форуме, то есть они, представители «Газпрома», представители правительства, уже тоже это Ростехнадзор тоже этот вопрос обсуждает. То есть там дилемма, то ли баллон ставить, то ли оборудование ставить. Само оборудование, оно вообще не представляет никакой опасности. То есть поэтому есть. Ну вот я смотрю на форму баллона, он же необычный с точки зрения Это восприятия. оригинальные баллоны. Да, они ставятся вместо запаски сверху. Важно Багажник, тоже. багажник, то есть устанавливается. Ну, вообще их на машине практически не Минимизируется, как я имею в виду, занятость багажника и так далее. Пойдемте покажем на живом примере. Причем, смотрите, то есть, ну, вот кто знает, как под капотом выглядит, тут ничего не меняется. То есть мы делаем так, чтобы это не торчало, то есть и наш клиент ощущал только в момент заправки. То есть вот он заправился, денег сэкономил, ему приятно. То есть чтобы оно не доставляло каких-то дополнительных там, неудобств. То есть я все время тоже меня мучила мысль, там, где-то баллон будет лежать, будет лежать, то есть ничего не мешает, то есть все сделано так, что и более того ничего не торчит, ни заправочный клапан, ничего, то есть это Ну, вот, пожалуйста, допустим, пример. вот место для заправки газа. То есть вот так крышечку закрыл, и ничего нет. То есть, и, ну, как бы мы только так стараемся делать. Конечно, если клиент захочет, мы дырку в бампере просверлим, но я это не поддерживаю. То есть я говорю, по умолчанию мы делаем так. И только с особым желанием мы можем сделать как-то по-другому. Да? Он был первым клиентом. Вот, обратите внимание, баллон. Силы поехал куда-то вот туда, а он же Его просто не видно. То есть он, автомобиль какой был, такой есть. А, ну, по ножке, да? Вот ничего нету, багажника. Да, то есть он там, что ли? Ну, надо постараться, чтобы... Сильно нагибаться надо. Надо меньше было. Не, ну классно, классно. Вот и непонятно. Да. Конечно, безусловно, этот проект сделан с точки зрения, скажем так, европейского качества. То есть специально обучались люди, которые привыкли именно к этому сервису, к этому качеству обслуживания. Ну и главный, наверное, вопрос, который беспокоит там, всех наших клиентов, это цена-качество. Безусловно, выбрана лучшая цена-качество. То есть на сегодняшний день уникальность этого центра в том, что мы предлагаем самое дешевое, при этом по качеству отличное оборудование, которое может эксплуатироваться многими. Для конкретно для жителей города, в частности, дискуссии дал конкретно это что дает автомобилистам, конкретно, если они будут пользоваться услугами вашего центра? Ну, во-первых, это возможность качественной инсталляции этого оборудования. Во-вторых, это сервисное обслуживание. Сервисное обслуживание, ну и как следствие экономия, скажем, денежных средств на том, что используется вместо традиционного бензина, жижи. Ну, в перспективе вы что еще планируете в дальнейшем? Пожалуйста, плановые. Да, в перспективе мы в ближайшее время планируем увеличить мощности с 4 постов до 8. То есть и в нашем понимании этого будет достаточно. И кроме того, у нас наш сервис организован таким образом, что он мобильный. То есть мы буквально уже недавно делали вывозку в Вилюйский улус. То есть и точно так же мы будем работать, скажем, с другими улусами, то есть те, которые хотят в этом направлении работать. Открытие нашего цеха. Вот. И я могу вам представить нашу продукцию.
которые мы поставляем и устанавливаем на автомобили потребителей. Вот. Значит, это польские комплекты, вот, например, это комплект электроники и набор проводов для подсоединения к форсункам. Это корейские форсунки высокоскоростные, называются хан. Ну, работают практически так же, как бензиновые, то есть по скорости. Поэтому работа на газу, она практически не отличается от работы на бензине. Вот. То есть работа двигателя. Да, работа двигателя. Это газовый редуктор. В принципе, он работает простой. Получается, он подключается к системе охлаждения автомобиля. Ну, то есть фасовок, когда по нему проходит по камере фасов, нагревается, и газ в жидкой фазе, попадая в редуктор, он переходит в вторую фазу. И уже после этого подается форсунки и цилиндр двигателя. Хорошо. При этом было отмечено, что скорость заправки не будет отличаться от бензиновой. Можете сказать об этом? Какая из запчастей все-таки позволяет так быстро производить заправку? Дело здесь не в газовом оборудовании, а в оборудовании самой заправки. Если стоит современный насос, который закачивает автомобиль под давлением газа, то заправка происходит достаточно быстро. Ну, я сейчас не могу точно сказать, насколько быстро. Ну, у меня 93, вот, допустим, где-то минут, наверное, 10-15. Все. Хорошо. И давайте вот перейдем к баллонам непосредственно. Хорошо. Расскажите об их форме. Цилиндрические тройдальные баллоны используются, как правило, для замены для установки вместо запасного колеса автомобиля. Для того, чтобы в общем-то, оставить, так скажем, полезный объем багажа. Но это же абсолютно, как сказать, якутский эксперимент, да? Нет, почему такие наши конкуренты, они также используют такие баллоны, также устанавливают, они давно уже у нас используются в России. Скажите об обслуживании, сколько заправок, какой справочник надо? Сколько заправок? Сколько заправочных станций? На сегодняшний день в Якутске наших заправок 6 заправок. Обслуживание? Не обслуживание, а то, что вы еще в течение 12 месяцев производите сервисные сопровождения, правильно? Да, у нас гарантийный срок у нас на сегодняшний день 12 месяцев составляет, но мы этим не будем ограничиваться в любом случае. Будем осуществлять поддержку дальнейшую.